Несмотря на пандемию коронавируса и связанного с ней кризиса, Кыргызстан все же сумел показать высокие показатели в экономике. Если в 2020 году спад внутривалового продукта составил почти 9%, то по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%. Это 723 миллиарда сомов. Как сообщили в Министерстве экономики, такие показатели сложились вследствие низкой базы предыдущего года. И вот если взять последние 2 месяца, то в сфере услуг у нас каждый месяц рос по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года, то темпы роста в сфере услуг составляли по 6,5% в месяц чистыми. А в сфере промышленного производства чистый темп роста месяц к месяцу, он превышал более 10%. То есть это, в принципе, закономерная функция, когда в начале года темп роста довольно-таки хороший. Согласно макроэкономическому обзору Евразийского банка развития, экономика Кыргызстана приблизилась к пику восстановительного роста. Это связано с увеличением объемов производства золота примерно в 4 раза в декабре 2021 года. Улучшение состояния экономики также обусловлено секторами промышленного производства и розничной торговли. При этом сельское хозяйство и строительство продолжает испытывать спад. Слабыми также, согласно анализу Евразийского банка развития, остаются внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Достаточно сильно пострадало промышленное производство. И в этом году промышленное производство показывает достаточно высокий темп роста на 15,6% роста по итогам 2021 года. Вот та же самая динамика наблюдается в сфере услуг. Скажем, розничная торговля она выросла более чем на 11%. Транспортные услуги выросли почти на 15%, и услуги гостиниц и ресторанов выросли на 14%. Эксперты, в свою очередь, отмечают, экономика страны смогла выйти на уровень до пандемийного 2019 года. По их словам, из-за резкого скачка в предыдущих годах в этом году мы смогли увидеть высокие показатели. Однако, как прогнозируют эксперты, во втором полугодии 2022 года возможно замедление темпов развития экономики. Мы сейчас достигли темпа развития 2019 года. Это очень хороший показатель. И поэтому они обосновывают эти моменты, что да, рост был за счет горнодобывающей промышленности, в частности, КУМТÖР, производство золота, добыча и производство золота. Но одновременно в прошлом году, вы сами прекрасно знаете, из-за засушливых моментов мы не могли получить достаточное количество в объеме сельскохозяйственной продукции. Из-за пандемии и последствий этого экономического кризиса, это мировой экономического кризиса, у нас пострадала и отрасль строительства. Ранее в Кабинете министров сообщали, что в этом году рост экономики Кыргызстана составит 6,5%. Правительство определило план мероприятий по реализации национальной программы развития до 2026 года. Он включает в себя 853 мероприятия по приоритетным направлениям. Предусмотрены реформа фискальной системы, развитие энергетики, горной добычи, легкой промышленности, транспорта, зеленой экономики и цифровизация. Мирима Албекова, Адилет Марсбеков, 5 канал.